На часах 5 утра, а Умар Хадисов уже весь в делах, погоняет стадо на выпас. Ухаживает за животными фермер с детства. С 9 лет помогал отцу пасти домашний скот. Если раньше в семье Хадисовых было не более 200 овец, то сейчас 500 голов. Следить за таким хозяйством нужно почти круглосуточно. Вовремя привить, подстричь и накормить. Корм покупаем за свой счет. Сильно тоже. А постоянно и тонна. Тюков 1800, 700, 500, 400 тюк. Главные помощники в труде Умара – кавказские овчарки. Днем стадо соберут, а ночью защищают от волков, которые так и норовят пробраться в загон. Кстати, на этих 10 сотках фермер обустроил не только хлев, но и маленькую комнатку для себя. Условия, так сказать, спартанские. Буквально на 6 квадратных метрах уместил все необходимое. Днем сидит здесь, а ночевать уходит домой. Овощение есть, даже лилу. Улукта бетик хауч масана пейня хотер так ин садик ецин лойдина так пачахагерга садик биришта жүзгөн хамын на костел дедер. В сельском хозяйстве сегодня около 3000 фермеров. Это только зарегистрированные крестьянские организации, индивидуальные предприниматели, а также садоводческие и дачные объединения. А вот тех, кто обеспечивает обеденный стол продуктами, выращенными на своем участке, гораздо больше. По данным последней сельхозпереписи, в Чечне более 250 тысяч личных подсобных хозяйств. Именно такую цифру дал сбор информации в 2006. Вот эта периодичность 10 лет является слишком большим периодом, и поэтому 1 декабря 2014 году внесено изменение в соответствующий закон президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Промежуток 5 лет проводится микроперепись населения для уточнения данных. Собирают данные о количестве земель, о том, как их используют и какое подворье держит хозяин. Причем сельскохозяйственная перепись касается не только юридических лиц, но и каждого, у кого есть земельный надел. Следующая перепись стартует только через год, но специалисты уже готовят все необходимое. Первый этап – актуализация данных по хозяйственных книг в районах. Изменилась площадь обрабатываемой земли пашни. Если, значит, она увеличилась где-то в пределах около 70 тысяч гектаров, увеличилось поголовье крупного рогатого скота где-то на 49 тысяч голов. Значит, есть позитивные изменения и в производстве картофеля, производстве овощей. В первую очередь мы нацеливаем на то, чтобы, значит, обеспечить, разработать программу аграрного сектора и обеспечить задачи продовольственной безопасности и импортозамещения. В течение года Чеченстат совместно с Минсельхозом подготовят данные для сельскохозяйственной переписи. С 1 июля и в течение 1,5 месяцев переписчики будут обходить адреса и составлять точную опись. Такой мониторинг станет основой для разработки новых нацпроектов поддержки и развития сельского хозяйства России. Елизавета Чепханова, Стамир Хаджиев, Луиза Юнусова. Новости.